Здравствуйте, наши юные, маленькие зрители! У вас в гостях Государственный театр кукол. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Ребята, вы сегодня в гостях в Государственном театре кукол города Алматы! Театр – это общее искусство, которое ставит перед собой проблему человечества в целом, так как главная цель и интересы сценического искусства, рожденного самобытностью разных народов на Земле, воплотились в жизнь. История кукольного театра, который берет свое начало в разных уголках земного шара, в своем собственном развитом народном искусстве оставила за собой немало жизней, требующих внимания. Сегодня многосистемное, многообразное, многоотраслевое искусство кукольного театра – это большая школа, требующая изучения, познания, дифференциации выбора. В связи с тем, что нагрузка на театральное искусство в равной степени повышает общественный вес, давно доказано, что кукольный театр имеет большое значение в обществе. Театральное искусство, пришедшее вместе с 20 веком на казахскую землю, стало казахским народным достоянием, благодаря тому, что эта нация проявила свой талант. Многие виды казахского народного искусства объединились в театральном искусстве. И с тех пор появился своеобразный облик нашего национального театра. Государственный театр кукол города Алматы был создан в 1935 году. На казахском театральном пространстве театр является одним из старейших театров кукол. В других городах Казахстана театры кукол были созданы в 80-е годы. За 85 лет на его сцене появились куклы всех видов, от простых тростевых до сложнейших марионеток. А вы знаете, наши юные зрители, что в нашем Государственном театре кукол используется очень большое количество систем кукол? Куклы перчаточные. Почему они перчаточные? Потому что эта кукла одевается на руку, как перчатка. Есть куклы тростевые. Это кукла, к рукам которых прикрепляются трости. От этого они называются тростевыми. Они работают на ширме в основном у нас. Наши зрители, которые часто приходят в театр, они знакомы всеми системами кукол нашего театра. Есть куклы теневые, которые работают на большом экране, подсветкой сзади. Поэтому они называются теневыми. Есть куклы-марионетки. Эта марионетка, кукла, она прикрепляется к ваге, а от ваги идут лески, которые прикрепляются к рукам, к ногам, к суставам кукол. И актер, работая вагой, двигает куклой. Есть куклы планшетные. Они нескольких видов. Есть кукла планшетная ростовая, где работают два актера. Получается тандем. Есть планшетные настольные. Это небольшие куколки, которые работают на столе. Такие куклы вы можете увидеть в нашем спектакле «Ханбахшал». А еще у нас есть кукла ростовая. Видите, само название говорит за себя. Почему она ростовая? Потому что актер одевает эту куклу на себя во весь рост. Поэтому эта куколка называется ростовой. А теперь я расскажу про куклу, которую я держу на протяжении всей передачи в руке. Это куколка планшетная. Это ёршик из спектакля «Большие приключения маленького лягушонка». Кто видел, они знают эту куклу. Вот такая куколка делается из папье-маше. Здесь у нас маленькая трость.
Работает рот этой куколки, она под водой двигается, плавает, меняет траекторию и говорит. Ха, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ой, это что еще за штуковина? Ха, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это что еще за штуковина? Это Икринка. Интересненько, интересненько. Это то, из чего мы все появляемся на свет. Ты что, икру никогда не видел? Никогда. Ой, еще насмотришься. Если, конечно, тебя щука не съест. Театр вырастил и воспитал несколько поколений талантливых актеров, мастеров-кукольников, режиссеров, художников, многие из которых десятки лет преданы театру, кукольному искусству. Во время становления театра работали казахско-русские труппы актеров. Первыми режиссером кукольных спектаклей Алдар Касе и Отеген Батыр были ведущие актеры Казахского драматического театра Капан Бадыров, Тельгараев, закончившие спецкурсы режиссеров-кукольников, Федорченко, Анчаров и приглашенные мастера-кукловоды Липман, Тарасова, такие композиторы, как Латиф Хамиди, Ерзакович работали над музыкальным оформлением первых спектаклей. У коллектива, достигшего высокого уровня на международных и республиканских театральных фестивалях, как в стране, так и за рубежом, ясны цели на будущее. Это развитие искусства казахского кукольного театра. Репертуар театра пополняется спектаклями, поставленными по известным пушкинским сказкам и произведениям классиков. Деятельность театра была направлена на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, гуманизма и дружбы между народами. В текущем репертуаре театра около 30 спектаклей, которые идут на русском и казахском языках. Каждый день часов по 20 можно прыгать в куколь казахов. Села, вот теперь села, очень весело. А сейчас, ребята, я задам вам 3 вопроса. Первый вопрос. В каком году образовался Государственный театр кукол? Вопрос второй. Назовите первый спектакль, поставленный на сцене Государственного театра кукол. Вопрос третий. Сколько спектаклей в текущем репертуаре Государственного театра кукол?